Все, я нахожусь в учреждении номер 7. Приехал на встречу к Сыздыкову Айдару. Сейчас буду получать талон. Уважаемые друзья, по результату моей поездки к Сыздыкову Айдару в поселок Гранитный, учреждение номер 7, спешу сообщить следующее. По утверждению Айдара, он неоднократно обращался в ВНК, неоднократно писал жалобы самому Ластаеву, но, к сожалению, ни одного ответа он не получил. Есть предположение, что он пишет в пустоту. Заявления и жалобы его не уходят за пределы учреждения. 6 августа к нему приезжал замначальника 2-го управления прокуратуры Альмагамбетов Бауржан, который пообещал, что на все его жалобы будут даны ответы в течение 8 дней. Это было 6 августа, до настоящего времени ответы Айдар не получал. Учреждение номер 7 отказывается выдавать Айдару копии рапортов, которые на него составлялись. То есть, для того, чтобы обжаловать их, Айдару нужны копии. Копии ему не выдают. Почему это происходит? Администрация объяснять отказывается. Иными словами, права Айдара продолжают нарушаться. Помощи, к сожалению, ни от прокуратуры, ни от других контролирующих органов он получить не может. Но он будет продолжать писать свои жалобы, и мы обязательно получим копии этих рапортов для того, чтобы их оспорить. Передает всем привет, просит не забывать о нем. Да, и еще, наверное, самое важное. Вы помните, что в середине июля у Айдара был суд по поводу отмены минус первой степени. То есть это взыскание, которое было наложено на Айдара. Наложено, по нашему мнению, незаконно. Суд признал, что рапорта, составленные, были недоработаны, были возвращены в прокуратуру для проведения дополнительных действий. Это было в середине июля, до настоящего времени. Что приняла прокуратура по этому вопросу, мы не знаем. Нас официально не уведомляли. Ответов мы не получали. Я постараюсь узнать в суде, приходили ли какие-то ответы к ним, но этот вопрос очень важный, потому что он является основополагающим в том, чтобы дальше Айдар мог подавать документы на замену наказания, на условно-досрочное. То есть вопрос с минус первой степенью мы будем обязательно решать.